Хочу рассказать сотрудникам лаборатории, нашей лаборатории истории Чечни, исторической географии и краеведения, о том, что я доложил результаты деятельности нашей лаборатории, сотрудников лаборатории сегодня на совещании у директора института. У меня тема была формирование антиэкстремистских установок в процессе изучения обществознания в школе, имеется в виду. Часть первую на 2 года рассчитанная тема, часть первую я тему эту развернул, раскрыл. Ну, вторая часть это переходит у меня на следующий год. У нас здесь и публикации освещены точно так же по другим нашим сотрудникам. Но отчет начался с моей деятельности как главного сотрудника. А потом, значит, Муса Гароновича Багаева, который очень интересную тему изучает, анализирует. Тема, она посвящена описанию религии мира, и учебное пособие это, оно предназначено для учителей школ нашей республики. Отметили мы как раз деятельность Розы Исаевой как ведущего научного сотрудника института, вот, которая много сделала для лаборатории. Вся такая организационная деятельность лежит на ней. Помимо того, она еще ведет свою индивидуальную, выполняет свой индивидуальный план, который заключается в написании учебника для 10 класса. Здесь как раз проделана достаточно солидная работа, и это мы отразили в отчете. Очень интересная работа ведется в лаборатории, связанная с топонимикой Чечни. Эту работу выполняет Бурчаев Султан. Такая же работа выполняется Джунаидовым, нашим сотрудникам, старшим научным сотрудникам. Они отчеты свои сдали. В этих отчетах отражены названия, вновь выявленные названия, топонимические названия наших сел, хуторов, населенных пунктов. Охвачены такие названия, которые, то есть вновь выявленные, которые не отражены в топонимике Амада Сулейманова. Амад Сулейманов, как известно, проводил значительную работу. Читающие работу топонимика Амада Сулейманова, они часто высказывались: а вот наш населенный пункт не отражен. Ну вот, как бы реализовывая вот это вот упущение, скажем, ну, упущением, наверное, не надо это сказать, это недоработка, да и время было такое, особо-то и невозможно было все это описать. Ну, поскольку сегодня институт чеченского языка у нас функционирует успешно, вот сотрудники этой лаборатории, нашей лаборатории, названные мною, они там достаточно хорошую работу провели. Вот, пожалуйста, 750 наименований вот, отражено. Теперь дальше такая работа, связанная с региональной географией, вот, картографией Чеченской Республики, проблемами демографии занимается Устаев Ахмад, профессор Устаев Ахмад. Тоже развернутый отчет о своей деятельности он нам представил. В целом работа сектора лаборатории была, да, и хотелось бы сказать, что молодой у нас есть сотрудник Джунаидов Мухаммад,
вот им была сотрудник нашей лаборатории, им написана очень интересная работа «Ономастика Нохчин Шира Церешел». Вот так вот издана работа. Институт чеченского языка издал эту работу. Она солидна, много имен чеченских, таких старинных, старых. 15 тысяч имен как раз вошло в эту работу. Люди думают, что с удовольствием будут читать. Да, наверное, кто-то своих детей, внуков, надеемся, назовет этими именами, исчезнувшими из употребления вот эти имена. Так что такая работа. Мы, конечно же, принимаем участие в различных научных конференциях, вот. Публикуемся в разных журналах. У нас выходит очень интересный журнал «Вестник» Института чеченского, он раньше «Развитие образования Чеченской Республики» назывался, сейчас это «Вестник Института чеченского языка». Публикуются материалы здесь, наши сотрудники о своей научно-исследовательской деятельности пишут, отражают полученные результаты. То есть такая последовательная, монотонная работа, изо дня в день требующая усилий, интеллектуальных усилий, проводится в Институте чеченского языка. И вот благодаря как раз эта работа активизировалась по тем направлениям, которые я назвал, активизировалась благодаря нашему директору Хамзату Умхаеву, его команде молодой, вот, но набирающий такой опыт научно-исследовательской деятельности. И планы впереди у нас достаточно большие, широкие планы. Это и не только издание учебных пособий в помощь учителям школ нашей республики по чеченскому языку, по чеченской литературе, по географии нашей республики, по истории нашей республики, по музееведению, о деятельности музеев нашей республики. Эта вся работа продолжается, она и впереди. Впереди у нас и проведение научных конференций. Вот сегодня на совещании у директора поднимался вопрос о необходимости усиления такой научно-теоретической подготовки молодых сотрудников института. Мы обсудили вопрос о необходимости создания теоретико-методологического семинара, который будет постоянно действовать в рамках института, на котором будут выступать опытные исследователи, специалисты в области чеченского языка, чеченской литературы, лингвисты в целом, но и историки, социологи, философы, которые своими идеями могут какую-то пользу оказать этим молодым исследователям. Вот такие планы. Думаю, что работа, выполняемая и лабораторией, и другими структурными подразделениями Института чеченского языка, она востребована нашими гражданами, нашей республикой, да и в целом, думаю, что и государством.